Первым делом исполняющий обязанности премьера Шамиль Адзамба посетил улицу Гумская. Сейчас сложно поверить в то, что вот эта с виду безобидная речушка могла вывернуть весь асфальт наизнанку. Хоть коммунальные службы уже несколько дней работают в экстренном режиме, последствия стихии видны практически везде. А дальше, то, что касается восстановления дорожного полотна, мы будем садиться, рассчитывать ориентировочную стоимость восстановительных работ и уже будем совместно с кабинетом министров. Это все, что асфальт и так далее, это все надо максимально вычистить, убрать. Понятно, что мы за один день асфальт положить не сможем. Понятно. Но обеспечить, чтобы машины ездили, грунтовку сделать, подсыпки Подсыпать, щебенкой и так далее. Пускай будет грунтовая, но ровная дорога, чтобы люди могли ездить. Дорогу разрушила так, будто ее никогда и не было здесь. Сейчас техника расчищает проезжие части. Те участки, которые успели расчистить, уже засыпаны щебнем. Скажите, пожалуйста, вот сейчас здесь смыло. До того, чтобы асфальт положить, это смета, это финансирование, это время. Вот сейчас как-то вот щебенкой как-то выровнять, утрамбовать. Заезжали, видели, мы ее завезли и сразу же, да. Вот то, что часть сделали уже дороги по сравнению со вчерашним, мы уже как бы ее засыпаем. На помощь коммунальному управлению брошены все силы. Это и сотрудники МЧС, и военнослужащие, которые с утра разбирают завалы. Бурным потоком шла вода по улице Адыгейская, снося все на своем пути. Заборы, мостики заливало первые этажи домов. Оборванные электропровода, поваленные деревья. Так сегодня выглядит эта улица. Нукзар Квикискери, пытаясь спасти свой автомобиль, оставил его на открытой площадке. Но шедшая со всех сторон вода обрушила бетонные стены, под одной из которых и осталась его машина. Ему не удалось спасти мебель, бытовую технику. Вода унесла все. Тут река шла, река. Тут невозможно было выйти. Ну, чтобы вы знали, сегодня вот мы собрались. Хорошо, не, а вот на Адыгейской, Конечно, просто не оставьте вот, нас доложили. без внимания. Все прямо-право выйдут, не спят, вот ходят по людям, записывают. Дальше уже будем по возможности. На обратном пути Шамиль Адзамба посетил складские помещения фирмы «Дорож», которые также пострадали от стихии. Если в ночь с 3 по 4 августа центр города тонул, то новый район столицы спасался от ветра. Крыши нескольких многоэтажек сорваны, деревья повалены. Необходимые работы по расчистке дворов и улиц уже проведены. В ближайшее время заменят и кровлю. По завершению рабочей поездки исполняющий обязанности премьер-министра Шамиль Адзамба сообщил, что в выходные дни все службы столицы будут работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихийного бедствия. Рената Шака, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.